в Следственном комитете. Мужчину, вы видите его на своих экранах, обнаружили в прилегающем помещении во время осмотра здания швейного цеха, который сгорел минувшей ночью. После осмотра врачами, кстати, это молодой человек и гражданин Киргизии, мужчину доставили в следственный отдел. Стало известно, что в пожаре на Стромынке погиб один ребенок. Ранее детский омбудсмен Павел Астахов сообщал о гибели 3 детей, но эта информация не подтвердилась. Астахов отметил, что на месте работы в швейном цеху могли проживать мигранты, они и стали жертвами огня. Всего погибли 12 человек. Это приезжие из Узбекистана и Киргизии. Рабочие находились на территории России нелегально. Они жили в арендованном здании, которое располагается рядом с цехом. Для того, чтобы выяснить точную причину гибели людей, назначат ряд экспертиз. Причиной пожара в швейном цеху мог стать поджог. Вот такую версию подтверждает опрос гастарбайтеров из Киргизии и Узбекистана, которые работали в сгоревшем здании. Об этом заявил источник в Следственном комитете. 4 приезжих покинули помещение, но днем полицейские нашли их и допросили. Рассматриваются и другие версии произошедшего. Оперативники установили уже арендатора сгоревшего швейного цеха. Это индивидуальный предприниматель, занимавшийся пошивом подушек и одеял. Он взял здание в аренду у собственников компании «Инвесткредитстрой» и «Профи-центр Риэлти». Здание является частной собственностью, оно производственное и административное, то есть смешанного назначения. Городу Москве оно не принадлежит. Сильный пожар на улице Стромынка произошел в ночь на воскресенье. Огню присвоили предпоследний, 4-й уровень опасности. Ликвидировать возгорание удалось лишь около часу ночи. Огонь повредил порядка 3000 квадратных метров. Также в здании рухнула кровля. Площадью обрушения составила 500 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенный рядом склад пиротехники, а также на соседнее здание бизнес-центра. Такое не должно повториться. Московские власти проверят промышленные зоны для выявления нелегальных мигрантов, которые там работают и живут. Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Поручил МЧС и миграционной службе проверить промзоны для выявления проживания нелегальных мигрантов, соблюдения правил пожарной безопасности. До сих пор о нелегальных домах мигрантов узнавали обычно мы после каких-то ЧП, и чаще всего вот именно пожаров. Мы вспомнили самые громкие случаи последних лет в Москве и области. Итак, май 2014 года. На западе Москвы полыхает автосервис. Уже во время тушения выясняется, что в двухэтажном здании на проспекте Вернадского не только чинили машины. На 2-м этаже было обустроено нелегальное общежитие для мигрантов. Именно там и начался пожар. Сгорело 200 квадратных метров помещения. В доме обрушились строительные конструкции. Пострадали 3 человека. А уже после того, как огонь потушили и начали разбирать завалы, нашли тела 2 погибших. Сразу 17 человек погибли при пожаре на Качаловском рынке на юге Москвы в апреле 2012 года. Огонь вспыхнул в тесной комнате, в которой вместо стен были листы рифленого железа. От холода, естественно, такой металл не спасает совсем, поэтому нелегалы включали электрообогреватель сомнительного качества. Именно он и стал причиной пожара. На месте происшествия нашли тела 17 грузчиков. Они обгорели настолько, что их не смогли даже опознать. Жизни 14 гастарбайтеров унес пожар в подмосковном Егорьевске. В том же 2012 году, но осенью. Огонь вспыхнул на предприятии по пошиву одежды. Площадь возгорания составила всего 30 квадратных метров. Но в том же цеху, как оказалось, жили нелегальные мигранты из Вьетнама. Выбраться все они не успели и погибли от отравления продуктами горения. Сразу после этого ЧП, кстати, подмосковные власти вот точно так же, как сейчас Сергей Собянин, заявляли, что начинают масштабные рейды по местам возможного проживания нелегальных мигрантов. Но то ли не там ищут, то ли не особенно хотят найти, потому что нелегальное общежитие гастарбайтеров есть даже в центре Москвы. Вот смотрите. В мае 2011 года горел полурасселенный дом в Большом Афанасьевском переулке. Жили там мигранты, работавшие дворниками. Причиной пожара снова стало неосторожное обращение с огнем. Погибли тогда 7 человек, и еще столько же пострадали, и среди них было 2 детей. Пустующие недостроенные дома, рынки, склады, цеха. Почему нелегалы живут у нас под носом, и никто этого не видит? На прямой связи с нами председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Карамат Бакоевич, здравствуйте. Вы знаете, у меня вопросы ко всем, но давайте сначала начнем
с мигрантов, с нелегалов, хотя этот вопрос и может вам риторическим показаться, они почему живут в таких помещениях, вообще не приспособленных для жизни в принципе? У них выбора нет разве? Абсолютно правильно, выбора не осталось сегодняшних иммигрантов, в частности из республик Средней Азии. Они живут, потому что все согласовано с местными властями, местными администрациями. Живут, потому что они не первый год, они живут уже более 23 лет. Они устали. Устали, многие хотят, большинство уехать на родину, а там их никто не ждет. Они умирают здесь, погибают, попадают в ДТП. Посмотрите разных пожаров, посмотрим вот здесь, погибают дети. Потом их отправляем, ищем денег на средства на отправки тела гробов наших граждан в различных точках, потому что у нас помимо всероссийского движения я курирую Федерацию мигрантов, как говорил вице-президента. В общем, все прекрасно знают, все хорошо думают, чтобы это все якобы, происходит. Виноват не только российское наше государство, виноваты те страны, которые являются донорами, потому что там лидеры государства уже стали лидерами, а где их народ? Они работают... Карамат Дахович, простите, мы сейчас с вами так далеко от темы отойдем. Я все-таки хотела остановиться подробнее вот на тех местах, на тех помещениях, в которых живут нелегальные, а зачастую и легальные мигранты. Это работодатель находит им такие места, вот прямо на производстве или где-то рядом с производством, как вот в этом цехе швейном, который вот этой ночью сгорел? Кто их туда селит? Как они туда попадают? Если там если живут люди в подобных помещениях, то, соответственно, работодатель давно согласовал местонахождение граждан с представителями Федеральной миграционной службы, с местными ОВД, соответственно, с местными пожарными службами и другими криминальными структурами. Люди просто там не могут оказываться. Потому что, смотри, все пожары происходят, когда мы начинаем разбираться, говорят, это частный сектор. Получается, у нас 90% труда иммигрантов работают в России в частных секторах. А кто их хозяева? Что, Америка над ними команда? Или наше государство То есть России? все знают. Знает, например, участковый, да? Знает, например, Госпожнадзор. Знает та же самая миграционная служба. И все это перекрывается взятками. Все знают, все берут свои деньги, и нелегалы продолжают жить там кое-где. Так? Абсолютно вы правильно. Потому что, смотрите, почему господин Марков, Следственный комитет, если взять господина Бастрыкина, почему-то мы сегодня целый день, уже сутки будем, не видим. У кого-то вы надели сейчас наручники, на участкового в первую очередь. Работодателю надо найти членов семьи вместе. Надо находить начальника МВД, начальника ФМС вместе. Вы должны отправлять уже в бутырку. Мы не видим средства массовой информации, ничего об этом не говорят. А вот как не совершил малейшее административное правонарушение, каждый день показывает средства массовой информации нарушение трудового мигранта. Поэтому думаю, что надо сильно действовать должна совместно с странами, которые здесь находятся на уровне ОДКБ, на уровне СНГ, подумать о судьбе своих граждан. Так нельзя бросать людей на производство. Карамат Дахович, я прекрасно вашу позицию понимаю, но вы скажите мне, неужели сами мигранты совершенно никакой ответственности не несут за то, что они живут, не знаю, там, в цехах, в заброшенных домах? С них не надо спрашивать, они же не в рабстве в конце концов. Да, нет, давайте будем думать о нашей границе. Почему не думаем до сих пор? Я еще не предлагал, разве чтобы сохранить лицо российского нашего гражданина, российского общества, сохранить лицо тех мигрантов, как гражданина, как человека, введение рабочей вызовы со странами СНГ. Почему этого не делаем? Потому что сегодня нам выгода именно сегодня. Это хаос называется. Это называется рабовладельческий строй. Продолжаем сегодня. Все рынки должны быть закрыты. Если сегодня Собянин просит, надо работать, его определить место их нахождения. Мы готовы Собянин лично привести, показывать. А там кто командует? Опять приближенные к правительству Москвы, приближенные к другим правительствам региональных наших, называемых губернаторами. Это люди все причастны к преступлению. Последний вопрос. Вот как раз в связи с тем, что вы сейчас говорите, вот эти рейды массовые по выявлению места нелегального проживания мигрантов, они дадут какой-то результат, на ваш взгляд, или нет? Или список всех этих мест давно есть у всех? В полиции, в ФМС, ну вот по вашим данным, все это есть. И рейд будет такой достаточно поверхностный, или все действительно прикроет несколько таких общежитий нелегальных?
Никаких рейдов не надо сразу провести без участия национальных диаспор, потому что это ухудшает положение мигрантов. Рейды должны сначала, как в плане есть, допустим, по схеме, как освободить, Сирию от называемых так от террористов. Давайте сначала сядем, составим график работы и совместно покажем, что люди от этого не страдали. Завтра придет участковый со всеми тремя полицейскими, начинают просто их показать правильные дороги, начинают их грабить. Их начинают виновными делать в этом деле. Поэтому национальная диаспора, Федерация мигрантов в России требует, что совместную работу надо провести, и чтобы последующей подобной ситуации не случилось в России. Жалко детей. Спасибо. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Расстрел безоружных.